Так, сегодня, ребята, у нас с вами необычная тема. Мы совершим с вами увлекательное путешествие на ракете знаний. Эта ракета, она схожа с темой нашего урока, но вам эту тему необходимо будет определить самим, станцуя вместе флешмоб. Готовы? Да! Хорошо. Здравствуй, столица, ты вольная птица, это Астана. Здравствуй, Медео, горы тянутся к небу, это Алмата. Здравствуй, земля, здесь шахтерская душа, это Караганда. Здравствуй, страна, это мой Казахстан, здесь моя земля. Поеду в Степногорск, а там в Усть-Каменогорск. Заеду в Лениногорск, и там навеет грусть. Итак, ребята, так чему же был посвящен наш флешмоб? Пожалуйста, Амир. Флешмоб посвящен к Республике Казахстан и к нашему уроку. Спасибо большое, Юля. Флешмоб был посвящен все, что относится к Казахстану, ко всем столицам и все, что города все, которые указаны на карте Казахстана. А как одним словом можно назвать, ребята? Республика, а еще, Лариса? Ну, посвящен Казахстану, значит, и ракета называется Казахстан. Это ракета Казахстана. Ракета называется громко, все вместе скажем? Да! Правильно, ребята. Наша ракета имеет название звучное Казахстан. Она с нашей символикой. И это не просто так. А может быть, кто-то догадался, почему именно сегодня на ракете мы совершим наше путешествие. Так, Илья. Потому что на этой ракете мы будем посещать новые звезды, а звезды это как новая тема. Спасибо, Илья. А как думает Эсмера? Почему? Мы будем учить Гимн. Еще. герб, И? флаг. Хорошо, спасибо. А Юля как думает? Потому что мы будем изучать символику Казахстана. Гимн, герб и флаг. Так, хорошо, спасибо. Но я хотела бы добавить больше. Ракета не просто так. Ведь именно первый спутник был пущен с территории нашей республики, с Байконура, ребята. Это первый космодром в истории, откуда 4 октября 1957 года СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли, спутник-1. Итак, ребята, первая звезда, на которую мы совершим путешествие на нашей ракете Казахстан, звезда называется «Мудрые мысли». И именно «Мудрые мысли» мы начнем со слов нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Для нас быть патриотами значит жить с Казахстаном в сердце. Как вы понимаете смысл этой фразы, ребята? Итак, пожалуйста, Амир. Что мы должны быть мудрыми, что мы не бежали от драк, и что мы были мудрыми. Да? Спасибо большое, Давид. Чтобы никогда никого не подводить. И самое главное быть кем? Патриотами, ребята, нашей страны. Молодцы. Мы приземляемся на новую звезду, которая имеет звучное название Менгелик-Ель. Что вы знаете о Менгелик-Ель? В основе Менгелик-Ель простые и понятные и самые ценные для каждого из нас истины. Это благополучие наших семей, гостеприимство и трудолюбие, стабильность, безопасность и единство, уверенность в завтрашнем дне. Но без истории нет нашего будущего. Знания и о флаге Республики Казахстан, и о гербе Республики Казахстан
повторили авторов гимна и даже написали собственное сочинение, посвященное Республике Казахстан. Ну а теперь пора нам отправляться на 4-ю звезду, имя которой очень звучное – Рухани Жингыру. Мы очень много с вами на уроках говорили о том, что это за программа и какие цели она преследует. Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода с казахского языка на латиницу. Да, в действительности. Первый шаг – это переход является на латиницу. Именно, ребята, на латинский алфавит, а не латинский язык. Это вам нужно запомнить. Казахстан имеет свое имя, которое на латинице будет выглядеть так. У вас тоже, у каждого есть свое имя. Сейчас вы постараетесь на карточках индивидуальных написать свое имя на латинице. Приступили к заданию. Мы совершили увлекательное путешествие по 4 основным звездам Республики Казахстан. Ну а теперь пора возвращаться на землю, в наш родной Казахстан, в нашу родную республику.